Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодня в городе Бишкек в одном из сети отелей «Шератон» проходит самое яркое мероприятие в индустрии моды – Международная неделя моды «Бурана-2021». Сегодня проходит второй день выставки. Автором данной выставки является Ынтымак Абдулдаев. Будьте с нами! Модники и модницы наполнились чувствами и слезами, настолько сильно затронул показ-спектакль души зрителей. Сегодня талантливый дизайнер Ынтымак представил публике свою коллекцию на Международной неделе моды Бурана-2021. Знаковая неделя в индустрии моды. Самые необычные наряды, в которых нет углов, и она означает безграничность, отметил сам дизайнер. Я просто по наитию просто сейчас двигаюсь, с людьми встречаюсь и так далее. Потом, наверное, когда люди уйдут, наверное, я пойму, что я устал, что я чувствую. Но в целом я, как говорится, я закрыл свой гештальт. Я очень давно хотел сделать мини-спектакль, историю моей жизни, связанную с моей бабушкой, и как она повлияла на то, чтобы я в итоге стал художником. Цель мероприятия – это популяризация исторической башни Бураны, а также прославить кыргызскую одежду и моду за рубеж. Мероприятие проходит в рамках 4-го сезона Международной недели моды Бурана Fashion Week 2021. Модельеры и дизайнеры представляют в Бишкеке новые работы. Эту неделю ждали все – дизайнеры, бутики и глянцевые журналы. На подиуме были представлены мужские и женские модели в этно-стиле. У нас есть хорошая возможность, то есть у дизайнеров есть хорошая возможность через Бурана Fashion Week попасть на другие более масштабные недели моды в мире. У нас есть партнеры, постоянные партнеры в Милане, в Париже, да, в Индии, в Корее. Сейчас с каждым днем и с каждым сезоном у нас увеличивается число наших партнеров. Показ сопровождался спектаклем. Как говорит сам автор, это его история становления как дизайнера. Количество гостей удивило организаторов. Приехали гости из Таджикистана, Казахстана, Москвы и из других стран. Для гостей была организована выставка новой коллекции и была доступна для продажи. К сегодняшнему представлению очень сложно его назвать модой. Это был такой своеобразный спектакль, я бы сказала, не крик души, а состояние души. Сегодня мы уже сами понимаем, да, что мир прежним уже никогда не будет. Эпоха потребительства, эпоха гламура, блеска,